Видеоланет поддепукта на уджьортьяс, мизаводи там уджавны. Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую всех на первом в этом году заседании Республиканского методического объединения. И сегодня подготовлена очень интересная повестка. Во-первых, вы познакомитесь с опытом работы детского сада номер 83 города Сыктывкара. Затем будет представлен опыт работы детского сада села Кослан Ударского района. И третьим вопросом тоже, я думаю, будет интересная информация о раскладке коми-клавиатуры на ноутбуках, компьютерах и телефонах. Итак, начинаем. Мне очень приятно предоставить слово нашим коллегам из детского сада номер 83 города Сыктывкара, это Эжвинский район. Это сегодня у нас здесь в гостях Елена Федоровна Каданева, воспитатель детского сада, и рядом со мной это Галина Николаевна Вахнина, заведующая детским садом. Директор детского сада, да. Этот детский сад в течение 3 лет работал в режиме республиканской опорно-методической площадки. Мне очень приятно, что они продолжают эту работу, и сегодня они будут представлять то, что наработано ими за 4 года. И я предоставляю слово Галине Николаевне. Расскажите, какой у вас план выступления будет? Здравствуйте всем. Мы сегодня покажем вам наглядно через видеоролик нашу работу при Республиканской инновационной площадке, с чего мы начинали, какие результатов мы достигли. И вторым вопросом, так я считаю, что на сегодняшний день очень сильный воспитатель по обучению детей коми-языку, она у нас практик и расскажет по своей технологии свою работу, как она использовала данную технологию в обучении детей коми-языку. А по работе нашего детского сада я предлагаю посмотреть видео, презентацию. Золотой ключик где? Что мечта, как она? Да. В 2017 году наш детский сад презентовал образовательный проект на площадке Криво. В этом же году Министерством образования Республики Коми саду был присвоен статус «Региональная инновационная площадка». В работу инновационной площадки был вовлечен педагогический коллектив, в который вошли 11 педагогов. Из них 6 воспитателей занимались организацией образовательного процесса по обучению детей коми-языку. Создавали среду языковую в группах, взаимодействовали с социумом, вели просветительскую работу с родителями по сохранению коми-языка в русскоязычной среде. Шафёнок, огурек, ослоджик, не пукты мог, космонавтом лог. Лойтен петкасе, энкой ознагашка бошли, мемут кэсе, меткац мы, теттем коджу вошли. Музыкальные руководители по взаимодействию с воспитателями создавали музыкально-художественные номера, разучивали с детьми песни, танцы, ставили спектакли, игры, инсценировки на коми-языке. Я Гульма Мария Кунабович, как телевизор передача снимает. Начинается.
Воспитатель по физическому воспитанию был привлечен к организации проведения тематических квест-игр с этнокультурной направленностью. Воспитатель по изобразительной деятельности разработал и создал тематические календари, как дидактические пособия в обучении детей коми-языку. Разработал мультимедийные дидактические игры по обучению детей коми-языку в помощь воспитателям. Логопед, педагог-психолог ежегодно организовывает и проводит тематический конкурс чтецов на коми-языке. Ведет активную работу с специальным сайтом ДАУ. Так, на официальном сайте детского сада создан раздел «Этнокультурное воспитание», содержащий подразделы «Фильмотека», «Аудиотека», «Обмен опытом», «Наши результаты», «Поэзия родного языка», «Учим коми-язык», «Читайте с нами», «Читайте с нами». Коллективом детского сада при поддержке лаборатории национальных проблем дошкольного образования в Республике Коми было разработано учебно-методическое обеспечение, включающее конспекты занятий по коми-языку по лексическим темам, рабочие программы по коми-языку на 4 года обучения, диагностический материал для детей старших и подготовительных групп с использованием технологий мнемотехника, индивидуальная карта развития ребенка, педагогическая диагностика уровня освоения программы по обучению коми-языку, картотека коми-народных подвижных игр, сценарии сказок для театрализации, проекты, традиции будакоми, коми-изба, путешествия по коми-сказкам, профессия оленевод, игры ходилки, слушать параллельно настольные игры, театрализованные игры и экспресс-сказки, интерактивные игры, квест-игры, мнемотехнология, создание лэпбуков, игровые обучающие ситуации, моделирование, карта пропа как конструктор сказок на коми-языке. Мы делимся своими наработками внутри детского сада, а также активно транслируем педагогический опыт на муниципальном и республиканском уровне. Были проведены серии открытых занятий по коми-языку для слушателей курсов Института развития образования. День открытых дверей для педагога села Ижмы и Сыктывкара в рамках республиканского педагогического марафона «Коми-язык и дети». В Эжинском центре коми-культуры был проведен мастер-класс по знакомству с коми-национальной кухней Нур-Ящуштам, где дети и родители Эжинского района могли познакомиться с традициями коми-быта. На разных площадках наши педагоги выступали организаторами мастер-классов, участвовали в республиканских семинарах и конкурсах, делились практическим опытом на Всероссийской научной конференции «Родные языки и народы в России» в системе дошкольного образования. На базе Республиканской летней школы игропедагогики «Джолюк-Малышок» мы приняли участие с докладом в онлайн-режиме. Предоставили в лабораторию национальных проблем видеоотчет по теме «Формы активизации детей в процессе обучения детей коми-языку». На международном методическом семинаре по родным языкам и родной язык в образовательном пространстве делились положительным опытом. Принимали участие в республиканском семинаре «Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов опорно-методических площадок для дошкольных образовательных организаций». В ноябре 2020 года мы стали участниками республиканского праздника Чолан Джолюкяс. Наши воспитанники также принимали активное участие в мероприятиях на уровне ДАУ, муниципалитета, региона. В 2017 году наш детский сад презентовал образовательный. Вот такой небольшой видеоотчет, как мы активно окунулись в эту атмосферу обучения детей коми-языку. Конечно, более результативная работа шла
в тех группах, где воспитатель в течение своего рабочего времени говорил только на коми-языке. И благодаря тому, что у нас дети могут читать стихи, могут показывать сказки, могут петь песни, родители это все видят, что дети в национальных костюмах выступают, поют, и у них выходит вот это эмоциональное чувство гордости за то, что дети действительно получают второй язык и приобщаются к народному, так сказать, искусству, традиционной культуре. Но самое главное, что я горжусь в своем коллективе, то, что воспитатели используют необычные, разные образовательные технологии. Не только когда идут по разным видам деятельности, но и именно в обучении детей коми-языку. Елена Федоровна сейчас представит свою технологию и как у нее это получилось. Мне очень, можно сказать, повезло в плане того, что я в течение 4 лет опробировала свою технологию по обучению детей коми-языку, технология мнемотехники. Если вы хотите ознакомиться и посмотреть, как оно выглядит, вот можете посмотреть на странице Джолюка, есть сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Родные языки народа в России в системе дошкольного образования». Там есть на примере конспекта, как данная технология внедрялась. Вот. Она идет от простого к сложному. Начинали мы работу от мнемоквадратов, переходили на мнемоторожки, затем уже на мнемотаблицы. Данная технология показала в своей практике очень себя выигрышной и в течение 4 лет помогла обучить детей. Вот первый выпуск ушел у меня коми-языку. Вот. А вкратце можно посмотреть о данной технологии, ознакомиться тоже по видеоролику. Акыджи роджолю кяслыч чуштыны комиков дурамуслон. Ерджа кыв бычкаслыв миган, кортая кывис кычала, имела аджигада, корсия кылы лунышлун. И сометод маши и пуртясла муджа, как технология, языковое погружение, да мнемотехника. Мы отсыган, позже ворсыгмос веледными чаиче челядец, черник на комиен. Джолюк яска заводит ты черник на комиен. Медвач дер челядзе чуймуман виджедис на мевела. А сеща кажали, мы коми кывясы, чокуджи какыланасы, заводитесь на гыгырвоны. А корчура и кутыс на воча вичнейче тигда кокниди квьясен. Мнемотехника технология отсаган, тон мада челядес выль коми кывбурьясен, да шилан квьясен. Быт кывдора бурьема щерпас. Джолюк я щерпас ила виче дигмос, джип пурверманы шюрны, выль шилан кыв, либо ворсны выль ворсаман. Таджи быт занятие вылын, челядь тут машины, да уджаланы, немо квадрат ясен, немо дорожка ясен, а сещанин немо таблица ясен. Будь лексическая тема дора, бурьема немо квадрат яс, немо дорожка яс, да немо таблица яс. Меку тасуфтад нас воджин выльмуг яс, шедерны выль вермом яс, а заводитас на качелять котнеу на шорник на кыпка вылын, комен дорочен. Мечайта мы именам кыслим яс да вермом яс, сбыль вырыл артмены. И со мы именам Куча мать. Уджит али ичет. Уджи. Уджит мать. А тае? Уджит али ичет. Тае, куча. Ичет мать. Молодец. София тачи лок. Педро пет. София лок. Вот тачи. Аджитатыш уджит мать. Она необычная. Во что она одета? Юбочку. Какого цвета? Красного. Рыбка одета в красную юбку. Горд юбка черри. Thank you.
Ate úgy zsörtjátsz, mi vigyedenet. No, távolon milyen úgy az szuft, mire mondja бара локтысne выль, хагукяс. Да? Сейчас у меня новый набор детей, и я уже, конечно, пробирую новую технологию при обучении детей, русскоязычных детей коми-языку. Вот. Хочу попробовать применение театра Танта-Морецок при обучении детей коми-языку. Он бывает вот такого плана, вот ростовой он называется, и есть пальчиковый, то есть уже тоже подборка материалов идет уже к классическим темам. Вот, они вот так выглядят. Они уже подборка пошла даже к сборнику на коми-языке у Агнии Барто. Вот. Не стоим на месте, растем, совершенствуемся. Вот, в общем, вот так. Ну и не устаем тоже применять тоже технологию мнемотехника, моделирования при обучении. Вот опять эта схема, мы там исчерпали. Ну вот, например, так, ладно, помогите. Ну, ми паштала вещи позже, да? Ме ходиме, ме ур, ме нам яр югыт, паш, ме ола вырын, ме ола пувылын, радита шойн, кольяс. Вот, агринча, кыджи ужала, челять кытбеткы. Ну, да, вот ворсапемы все, дикие звери, да? Белочка, ну, не все взяла. Да. Ош, да. Давай про медведя скажем. Так. Ош, меола, вырвен. Или вырсапемес, да? Меола, вырвен. Да, ужагулен, да? Ради тащойне мачери. Ну вот, таджи, рочеляди свелодигмо спозивачи. Маска места, тача мыка. Да. Она пособие вытеченное. И черчане суджи шама, уже муди, особенно сейчас позже уже на диалоги, монологи, да? Очень такой выигрышный тоже материал. Так это у вас будут они большие, ростовые? Нет, они будут вот такого размера. Будут держать сами, да? Да, сейчас ламинировать еще. Будем. Ну, то есть мы только начинаем. Ну, посмотрим, им очень нравится. Ну да. Деткам очень нравится. Любые. Либо же играть в магазин, да, вот, мне ключ, я заяц, я поехал в магазин, мы меню вам, менюби, оки картупель, или уна картупель швам, да, или вузаловина, пожалуйста, оки клубника, да. Папка состы, да. Вот таджи. Да, ворсын нас, челяди дозывена, кажется, ворснысы. Una чача. Все через игру. И вот попробуем вот такую технологию применения театра Танта-Морецок. Ну да, это интересно, конечно. У нас еще одна возрастная группа, они хотят использовать интеллект-карты. Меня Но тоже пока. это уже в будущем, Зоя Васильевна. Использование интеллект-карт в обучении детей коми-языку. Ну, чтобы было как план, да, план для речи, для коммуникативной ситуации, да. Он будет. Да. Ага. Да, спасибо большое. Конечно же, очень важным является поддержка руководителя детского сада, своих педагогов во всех начинаниях. И вот действительно, вот детский сад номер 83 под руководством Галины Николаевны, это вот пример, скажем так, для подражания. Потому что Галина Николаевна сама активист коми национального движения и любит коми-язык, чтит память своих предков и, конечно, создает все условия, чтобы в детском саду была создана возможность для развития детей на 2 языках. И это очень важно. Я думаю, что действительно это стоит вот такого одобрения и поощрения. Спасибо. Ну и надеюсь, конечно, что работа будет продолжена. Сотрудничество с лабораторией будет продолжено, и чтобы вы о нас не забывали, всегда помнили, мы вам дарим вот такой вот календарь на следующий год нашим активистам. Да, спасибо большое. Пусть это будет как бы напоминанием. Ну, я думаю, в течение года у нас будет еще много проектов, в которых вы можете участвовать. И вот первый из проектов ближайший – это акция ко Дню родных языков. Акция называется, как всегда, «Олам Комиен, Черни там Комиен». Живем в Коми, говорим по Коми. Объявление об этой акции уже вывешено в группе Джолюк Малышок и на сайте института. И, в общем-то, мы ждем вашей работы. Небольшие видеоролики
звучащие видеоролики с выступлениями ваших детей. И, в общем-то, эта акция сейчас посвящена фольклорным материалам на коми-языке, а их достаточно много. Нужно проявить, конечно, креативность, творчество. Там могут быть и загадки, и поговорки, и потешки, и небольшие песенки, и так далее. То есть надо, чтобы был материал разнообразным. Конечно, надо думать об оформлении, о фоне, о записи. И поэтому я вот вас прошу проявить вот свое творческое начало. Спасибо всем. Ну а сейчас подошел у нас Онилав. Мы предоставим слово сначала ему. Так. Что-то записывать на цветке. Или это моя ручка, да? Так. Ну а сейчас я бы хотела еще поделиться одной радостью и показать, какое пособие мы получили буквально на днях из издательства «Просвещение». «Просвещение Союз» сейчас называется. Мы получили вот такой хороший дидактический материал. Называется «Бабушкины сказки». Здесь 2 альбома. Это русские сказки и коми-сказки. Русские сказки называются «Сказки бабушки Матрёны», а коми-сказки называются «Сказки Марпа Почлен Мойпьес». Авторами-составителями альбома коми-сказок явились сотрудники лаборатории. И, в общем-то, конечно, это замечательный материал дидактический, который позволит проводить занятия с детьми и на русском языке, и на коми-языке. В альбоме 16 сказок. Каждая сказка имеет 2 листа. На первом листе у нас иллюстрация этой сказки. Выбрано наиболее такое вот какое-то ключевое содержание. На обратной стороне тексты сказки на коми и на русском языке, даны вопросы и предложена еще как бы такой вот коммуникативная ситуация по теме, которая раскрывается в этой сказке. На втором листе представлены рисунки, которые отображают последовательно развивающийся сюжет сказки, и детям очень хорошо рассказывать по этой сказке, по этим рисункам. А на обратной стороне представлен дидактический материал, различные задания, упражнения, тоже по теме сказки, и на развитие речи, и на развитие творчества, и на развитие мышления по математике и так далее. Этот лист надо разрезать для того, чтобы дети могли уже по этим картинкам составить вот этот весь сюжет сказки. Можно, в общем-то, проводить различные творческие упражнения. Вот. Вы готовы уже, да? Можно приобрести. Вот. Эти альбомы, они будут распределяться по детским садам. Их можно будет получить у нас под расписку. И вы будете сегодня первыми, да? Детский сад 83, которым мы этот альбом вам предоставим. Спасибо. У Ирины Александровны надо будет расписаться о получении. Вот. Ну и, конечно, всем детским садам республики мы также отправим общее информационное письмо по муниципалитетам, где мы опишем весь вот процесс, каким образом можно будет получить. Ну а детские сады города Сыктывкара они могут получить уже непосредственно в нашей лаборатории. Спасибо вам. А сейчас мы слово предоставим Онилав. Да, вешсям. Нет, мы вешсям место. Так. Онилав Степан Вячеслав Андроникович, главный специалист лаборатории информационной поддержки функционирования финно-угорских языков Центра инновационных языковых технологий Дома дружбы народов Республики Коми.
Все так. Я вот прошу только говорить по-русски. Почему? Потому что тут у нас и коми, и русские, и хотелось бы, чтобы мы вышли на результат. Да. Станга грозным, я думаю, Да. но там є сетка блатян, киджі пуктами коми розкладка клавіатура і комп'ютера, і киджі пуктами коми клавіатура телефона, мобильника. Ну, давайте начнем с как установить коми раскладку клавиатуры на мобильник, да? Либо на компьютер. Прошу сказать. Вот клавиатура. Все мы знаем, что язык мы выбираем, раскладку выбираем с индикатора языка, который находится в правом нижнем углу вашего компьютера, экрана, рядом с часами. Да? То есть часы, тут обычно бывает ENG, но иногда бывает RUS. И когда мы нажимаем на этот ENG, выходит вот такие две полосы, две строчки, где мы действительно видим, что здесь только русская клавиатура и английская США клавиатура. Чтобы установить коми раскладку клавиатуры, необходимо перейти на сайт wiki.fulac.ru. Вот здесь вверху вы видите крупными буквами, большими буквами написано желтым цветом wiki.fulac.ru. А вы попадаете на основную страницу нашего вики-ресурса, и здесь находите раздел «Раскладка клавиатуры». Вот красным цветом здесь выделен кружочек. Когда мы заходим в этот раздел, выбираем «Коми раскладка клавиатуры». Первый пункт меню. «Коми раскладка клавиатуры». Нажимаем на него. Здесь мы видим, здесь описание идет, это же распоряжение правительства, по которому коми раскладка теперь у нас официально принята еще в 2014 году. Но мы находим кнопку «Скачать». Тут тоже выделено красным цветом «Скачать». И на нее нажимаем. Выходит такое всплывающее окошко, где нам нужно нажать «Сохранить файл». Нажимаем на него. Файл сохраняется по умолчанию в загрузке. Папку загрузки. Вы открываете папку и последним по времени, либо ищите по поиску файл с коми загрузочный файл. Он называется comic.k4.2. Расширение X. Это загрузочный файл, то есть программка, которая установит на ваш компьютер коми раскладку. Нажимаем на него. На большинстве компьютеров Windows не знает этот тип файла, и поэтому он предупреждает, что может подвергнуться риску. Но поскольку наш файл риска не представляет, мы нажимаем «Подробнее» и затем «Выполнить в любом случае». Игнорируем пресловутые риски. Вот. И дальше уже отвечаем положительно на все вопросы программной установщика. То есть разрешить приложение «Нести» – да. Затем выберите язык. Но по умолчанию русский можно выбрать, это не влияет, никакого влияния не оказывает. Окей. Затем на приветствие отвечаем «Далее». Затем нужно выбрать пункт «Я принимаю условия соглашения». По умолчанию стоит «Я не принимаю», но нужно «Принимаю». Вот это везде так. Затем нажимаем «Далее». Затем программа предлагает папку, куда установить, но по умолчанию в Program Files, стандартная папка, и лучше всего туда устанавливать. Мы оставляем этот выбор и нажимаем «Далее». Предлагается на выбор 3 типа раскладки: коми, коми Arctic и коми Pro. Но коми самая простая, поэтому я думаю, сохраните так, как есть. То есть не выбирайте Arctic. Arctic – это для тех, кто живет где-нибудь в немецком округе и знает, что немецкий язык, пишет на коми на немецком. Это очень редкий случай. Затем оставляем вариант типа установки коми, выбираем «Далее». И все готово к установке «Установить». Для завершения установки необходимо перезагрузить компьютер. Вы можете его перезагрузить сейчас, когда нажмете «Завершить». Если вы не хотите сейчас перезагружать, выберите «Нет, я произведу перезагрузку позже».
Но поскольку некоторые файлы открыты, их можно закрыть. Ну вот, когда закроете файлы, нажимаете «Да, перезагрузить компьютер сейчас». Но коми-раскладка установится только после того, как вы перезагрузите компьютер. Сейчас или потом. Нажимаем «Завершить». И теперь, когда компьютер перезагрузился, мы видим в индикаторе языка такой интересный надпись, как «Rus.ru». Нажимаем на него и видим, сильно тут 3 раскладки появилось. Русский с русской клавиатурой, русский с коми-клавиатурой и английский остался. Поскольку 3 клавиатуры как-то это слишком роскошно, да, иногда неудобно бывает переключать 3 раза, чтобы осталось только 2 клавиатуры, коми-клавиатура и США-клавиатура, поскольку в коми-клавиатуре все русские буквы имеются, смысла в отдельной русской клавиатуре нет. Для этого мы заходим в настройки языка. В настройках языка ищем, предпочитаем языки русский. Нажимаем на русский, и здесь кнопка «Параметры». Нажимаем на кнопку «Параметры» и находим раздел «Клавиатуры». Раздел «Клавиатуры», и здесь кнопка такая есть, плюсик «Добавить клавиатуру». Нажимаем на плюсик. И коми-раскладка предлагается в меню. Нажимаем на коми. И видим, что действительно теперь у нас установилась русская и коми-раскладка. Теперь нажмем на русскую и удаляем ее. Остается только коми-раскладка в русском языке. И смотрим теперь в индикатор языка. Действительно есть русский коми-клавиатура и английский США-клавиатура. Осталось только 2 выбора. Все, коми-раскладка это у вас на компьютере. То есть все. Дальше. Это о том, как установить раскладку на... Все ли понятно? Компьютер. Да, пишут, что плохо слышно. Сайт wiki.filat.ru. Здесь было показано. Там вся последовательность расписана со скриншотами. Напишите потом в чате, как этот full up. Так, я могу писать? Нет? Ладно, потом. Ну, еще какие-то вопросы, может быть, есть? Ага. Сайт написать, wiki.filat.ru. Сейчас напишут. Здесь с этого, да. Можно сказать, что... Вот ссылку на сайт. Да, все, далее. А теперь давайте перейдем на этот сайт. Вот, собственно, сайт, вот коми-раскладка клавиатуры, да. Здесь мы видим варианты раскладки. Вот, чуть пониже. Вот варианты раскладки. Первый вариант коми, обычный вариант, второй вариант Arctic. Но мы рассмотрим первый вариант. Для того, чтобы набирать коми-буквы, нужно одновременно нажать правый Alt, вот он красным цветом обозначен справа внизу, Alt-Gr, и соответствующую клавишу, например, Alt-Gr и O, русское O. Здесь желтым цветом, такой насыщенным желтым цветом обозначено. Это О с точками. И правый Alt плюс русское И появится И с точкой. Ну, большая, она, конечно, без точки, но как палочка, но тем не менее. Большие буквы, соответственно, Shift добавили. Еще добавочно нажимать нужно Shift, как обычно в русском языке. Да? Вот. Здесь, как мы видим, кроме коми букв можно набирать и буквы удмуртские, можно набирать старые коми-буквы, которые были в 20-е годы, дореволюционные коми-буквы, ну и практически буквы всех языков народов России, кроме северных языков. Для северных вот есть коми-арктик, потому что там у них изобрели очень-очень много специфических букв, которых нигде больше нет. Вот, поэтому отдельно сделано. Это что касается как печатать. То есть одновременно нажатием правого альта и клавиши О, это будет И русское И,
это будет и с точкой. Некоторые говорят, что это сложно, там 2 клавиши нажимать, все такое, но, как показала практика, люди очень быстро привыкают, и все, никаких проблем там нет. Вот. Это что касается... Вопросы есть? Да, может, еще какие-то вопросы будут по, собственно, по клавиатуре, по раскладке. Ну, видимо, стало выговорено. Давайте сейчас тогда рассмотрим, как установить раскладку, вернее, клавиатуру, коми-клавиатуру на телефон. Для этого, тут выше может подняться. Здесь же коми-раскладка клавиатуры, первый раздел коми-раскладки для мобильных телефонов. Вот мы нажимаем коми-раскладка клавиатуры для Android. И здесь у нас есть 2 варианта. Один вариант – это установить коми-раскладка в стандартном приложении Gboard. Это для большинства современных телефонов вполне себе удобный вариант. Gboard на половине, наверное, телефонов он стоит уже по умолчанию. Это раскладка гугловская, то есть операционной системы. И второй вариант – это приложение AnySoft Keyboard. Также скачивается с Google Play. То есть мы заходим на Google Play, оттуда скачиваем его и устанавливаем просто как приложение. И дальше там будет все, ну, элементарно просто оно устанавливается, и вы видите. Давайте посмотрим вот на примере коми-клавиатуры для Android Samsung. Здесь есть видео. У нас в прошлом году записал наш практикант. И в нем установим коми-язык, раскладку коми-клавиатуры. Для этого нам необходимо зайти в приложение Google Play, он же Play Market. У меня он установлен на главном экране для удобства. У вас же, скорее всего, нужно перейти в меню. Вот. В меню, где находятся все приложения. И вот, собственно, сам Play Market. Нажимаем на него. И вот открылся магазин Гугла со всеми приложениями. Здесь в верхней строке поиска вводим Gboard. Можем сразу же на первый предложенный вариант нажать. Так он нам сразу откроет не список приложений, а то, которые мы конкретно ищем. И вот здесь уже можем нажать сразу же на кнопку «Установить». Так и делаем. Жмем кнопку «Установить». И сейчас будет происходить загрузка данного приложения, скачивание. Можем его отследить, если нажмем на вот этот кружочек. Так. Вот приложение устанавливается. Все, то есть я пропустил момент скачивания. Приложение установилось. Теперь мы можем сразу же отсюда нажать на кнопку «Открыть». Так, и сразу же нам предлагаются этим приложением настройки. Нажимаем сразу же на «Включить в настройках». Здесь у нас предлагается выбор. И опять же, вот этот ползунок перетаскиваем вправо, чтобы он стал синий. Вот как над приложениями сверху. То есть мы его включаем. И здесь подтверждаем в данном уведомлении. Нажмем ОК. Далее выберите Gboard в качестве способа ввода по умолчанию. Жмем на «Выбрать способ ввода». И опять же в выпавшем окошке
Вот здесь напротив Gboard жмем на вот этот кружок пустой, чтобы Gboard стал клавиатурой по умолчанию. То есть клавиатуру, которую вы будете использовать во всех остальных приложениях, где требуется ввод каких-либо данных в текстовых, допустим, приложениях. Все, готово. Жмем «Готово». Ура, приложение установлено. Теперь выбираем первый пункт «Языки». Изначально стоит русская раскладка клавиатуры и латиница, но мы хотим добавить коми язык. Поэтому жмем вот на эту нижнюю кнопку «Добавить клавиатуру». Здесь большой выбор. В принципе, можете установить любой требующийся вам язык, но мы здесь конкретно за коми. Поэтому жмем на вот этот вот значок поиска и вводим коми. Есть выбор коми пермяцкий, но мы выберем коми зырянский, то есть просто коми, он здесь обозначен. Нажимаем. Давайте еще раз для большей точности. Вот на вот эту надпись нажимаем. И внизу кнопочка есть «Готово». Жмем на нее. Все, теперь в этом списке у нас есть русский, латиница и коми. Я закрываю на этом настройку. Приложение заканчивается. И сразу же для удобства, ну вот в том же Google Play. Покажу, да? Вот сотрем Gboard. И вот здесь мы видим, есть специальная кнопочка для переключения языков. Сейчас стоит русский. Мы нажимаем на нее. Латиница и коми. В чем отличие? В том, что появились вот эти буквы и точка И. Теперь мы их можем спокойно использовать при вводе. Вот, пожалуйста. Видите, на экране сейчас вводятся данные символы. Ну и кириллица, конечно же, сохранилась. Здесь еще особенность такая. Если хотите ввести букву «щ», она находится на той же кнопке, где и буква «ш». То есть зажимаете букву «ш», и вот выбирается либо 7, оттягиваете, то есть палец вправо немножечко, выберется буква «щ», вот она синим подсветится, и введется. Да? Еще раз показываю. Вот зажал букву «ш», и выбор между семеркой. Я перетаскиваю чуть вправо в палец, выбирается буква «щ». Также особенностью здесь является то, что бывает очень часто у пользователей смартфонов, что вот крайняя часть экрана может повредиться, допустим, что-то произошло. И вот буквы и И недоступны. Мы их также можем ввести с помощью О русской и русской И, просто зажав. Сейчас продемонстрирую. Вот я зажимаю букву О, и выводится буква Зажмем русскую и вот вводится И с точкой. И точно так же с буквой Ё. Она вводится через Е. В коми языке эта буква очень необходима. Также зажимаем Е, оттягиваем палец вправо, и все. Вводится буква Ё. На этом все. Пользуйтесь на здоровье. Это видео, оно также расположено у нас на сайте. То есть вот если снова сайт открыть. На сайте, то есть если вы заходите в раздел для мобильных телефонов, клавиатура для Android, там, во-первых, там сканы есть, то есть можете посмотреть по сканам.
И есть это видео для Samsung. Для некоторых телефонов отличие имеется в том, что сама возможность выбора раскладки находится в других подпапках. То есть лучше тогда искать в поиске просто раскладку клавиатуры, и выйдет именно то, что вам нужно. То есть раздел раскладки клавиатуры. Но еще хочу сказать, что Gboard в многих случаях он уже установлен по умолчанию. То есть там нужно просто открыть это приложение Gboard и там уже выбрать поиск языка, как показано здесь было в этом видео. Вот. И если мы сейчас... Да, и если вы хотите, например, если у вас старые телефоны, да, то есть не кнопочные, конечно, кнопочных, а там единственный вариант перейти на английский и выбрать О с точками из латиницы. А для старых телефонов, где смартфонов, которых до года, не знаю, 2015, наверное, 2016, там не было еще в гугловском магазине коми раскладки в Gboard. Для таких случаев мы можем установить раскладку AnySoft Keyboard, которая тут ниже, ссылки даны, AnySoft Keyboard на сайте. И аналогично, как вот Google Gboard устанавливали, также установить коми-раскладку. Все это написано, как ищется все это. И там выбираете среди раскладок коми. И там у вас будет все коми. Там, кстати, и йо, и ще будут стоять по умолчанию. Там не нужно нажимать дополнительно что-то. Вот. Ну, еще раз давайте посмотрим на предыдущую страницу закладок. Он еще выше выйти на один момент. То есть вот сайт wiki.filup.ru, мы выходим вот на этот сайт, и здесь раздел раскладка клавиатуры. Он первым идет, и здесь коми-раскладка клавиатуры. Первым откроем. И здесь мы видим коми-раскладки для мобильных телефонов. Здесь также есть раскладки для iOS. То есть это, как называется у нас? Айфонов, да. Для айфонов также есть. Но там уже сами можете прочитать. И дальше коми-раскладка клавиатуры для Windows версии 2019 года. Здесь есть подробная инструкция по установке. Вот в первом же разделе, 6, да. Нажав на нее, мы увидим вот просто все одним за другим все сканы, как надо делать. Все записано. Последовательность действий. Здесь вы можете просто, глядя на эту последовательность, устанавливать себе. Вот. Все подробно, доскональным образом, шаг за шагом. И в конечном итоге коми-раскладка, как она появится. Вот коми-раскладка установлена. На шаг назад можно? Здесь же у нас раскладки сами, картинки этих раскладок. И ниже, собственно, латинская раскладка. Можно коми-латиницу установить при желании по той же схеме. Здесь же коми-раскладка для Windows старой версии, Core 7, или вот здесь можно нажать, старая версия. И здесь тоже видео есть, как вот на 7 установить. Вот раскладка COM, например, можно нажать. Вторую, где COM. Вторую, которая с этой стороны. Вот это. Справа, да. Здесь у нас... Коми, только коми. Короче, тоже параллельно.
Ну, то есть для семерки тут тоже все сказано, как это установить. Вот. И если обратно опять выйти на один шаг. Ну, здесь тоже есть, как установить на другие операционные системы, на Mac и на Linux, но это уже как бы для любителей, да, этих систем. Ну, в принципе, все. То есть, если вопросы какие-то есть, пожалуйста. Ну, завждатте, поняла. Мечей там и тае луншань, миан буд гитсадьен, пожан лон гижны комитекстиас, и завмеча тае кутасартмены. Ну, а оска кодланка артме, тача моцег было мучшамен, связано с бульставсанин завбрапет кадламай, видео и щерпас ясен, то ми витишам тиянес. Не лавдорен. Да, на сайте там наш адрес есть, то есть пишите, всегда ответим. Да, Дом дружбы народа в Республике Коми, Центр инновационных языковых технологий. Стамбурса либо Тианлатте, поняла. Да. Ну, а минуя там мян заседание воджи, и он имеет там косланса кагульничаяслы. Вот я сдачтесне ащенес опыт к велодам. Итак, далее мы продолжаем наше заседание Республиканского методического объединения. И сейчас мы представляем вашему вниманию опыт работы детского сада села Кослан Ударского района. Выступают старший воспитатель Черногородцева Ирина Александровна, и воспитатели Тимушева Наталья Валерьевна, Цивилева Екатерина Алексеевна. Пожалуйста. Они представили нам видеоролик. Конечно, есть у них и доступ, и связь. Не знаю, сможем мы с ними подключиться, но посмотрим. Вначале мы смотрим видеоматериал, который они нам представили. Они покажут свои методы и приемы работы по обучению детей коми-языку. И свои современные технологии, которые используются в работе. Пожалуйста. Добрый день. Приветствуем всех участников семинара. Мы педагоги Тимушева Наталья Валерьевна, Цивилева Екатерина Алексеевна, Черногородцева Ирина Александровна. Хотим поделиться опытом работы по созданию коммуникативных ситуаций в процессе обучения детей коми-языку с помощью игровых пособий. Для создания коммуникативных ситуаций в процессе обучения детей коми-языку мы создаем игровые пособия. Развивать речь детей на коми-языке, упражнять свободное общение друг с другом нам помогают современные румбоксы. Закрепить слова, словосочетания по темам магазин нам помогает вот этот румбокс. Словосочетания по темам магазин, вузашанин, продукт, шоян юан, числа, выпасьяс. Также, играя с таким румбоксом, мы с детьми учимся правильно вести диалог продавца с покупателем. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Я хочу купить хлеб и молоко. Вам хлеб белый или черный? Белый хлеб. Продавец обслуживает покупателя, выдает продукты. Покупатель благодарит Атте. Спасибо, до свидания. Все эти игровые ситуации мы обыгрываем на родном коми-языке. А этот румбокс – миниатюра в коробке, где в одном чемоданчике собраны все жилые комнаты. Дети, особенно девочки, очень любят играть в таком домике, закрепляя тем самым тему «семья» – «котер». Воспитатель при необходимости помогает строить предложения детям, правильно составлять диалог на коми-языке между членами семьи, куклами. Закрепляя слова, многократно повторяем речевую конструкцию. Например, что мы сегодня сварим на обед? На обед мы сегодня сварим овощной суп. На обед мы сварили овощной суп. Также можно обсудить, из каких овощей будем варить суп.
Здесь можно составлять речевые конструкции на разные темы. Изученные с детьми лексические темы на коми-языке помогает закреплять пособие дерева. Посмотрите, ребятки, у нас осеннее дерево. Какого цвета этот листик? Этот листик зеленого цвета. А какого цвета этот листик? А этот листик желтого цвета. А посмотрите, на осеннем дереве у нас сидят белочек. Посмотрите, кто здесь? Да, я мама белочка, я готовлюсь к зиме. Я папа белочка, я готовлюсь к зиме. И я малыш белочка, я тоже готовлюсь к зиме. И вот это чаще всего дерево у нас на занятии волшебное. И на нем могут расти все, что угодно. Платья, обувь, одежда. Они могут по цветам расти, игрушки могут расти. И дети каждый раз эти лексические темы закрепляют и повторяют. И учимся составлять предложения по речевым конструкциям. Одежда, а тут мужская одежда. Давайте мы с вами закрепим название одежды. Это что? Это сарафан. На нашем дереве, ребята, сегодня Слышно? на нашем дереве выросла красная ягода. А сейчас дается детям возможность выбрать красный предмет и повесить его на дереве. А это пособие автобус. Он служит для развертывания коммуникативных ситуаций. Я девочка, я поеду в детский сад. Я еду в детский сад. Я приехала в детский сад. Для создания речевых коммуникативных ситуаций на коми-языке мы применяем разнообразные ткани, перчатки. Вот, например, это у нас полянка. Рядом с полянкой стоит высокая гора. На полянку прилетели бабочки, они ищут цветочки. А недалеко от них пролетел жук и сел на горку. Также в детском саду у нас приобретены перчатки разных цветов. Когда мы играем с ними, с детьми, мы определяем качество. Если мы одеваем перчатку, мы называем, если зеленая, будем говорить, что если куда я дотронусь перчаткой зеленой, все предметы будут холодными. А как я дотронусь красной перчаткой, то все предметы будут теплыми. Стол холодный. Диван теплый. Незаменимы в закреплении речевых конструкций игрушки, перчатки, которые приходят на занятия и задают детям вопросы, когда хотят чего-то запомнить, и если они не знают что-то. Или рассказывают детям: я вижу большой самолет. А я вижу маленький самолет. Я видел, приходят и рассказывают: я видел большой самолет. Я видел маленький самолет. Мы видели самолет. Также используем самый разнообразный материал. В данном случае это у нас соломки, которые являются домиками для гусениц. Я живу в желтом домике. Я живу в красном домике. Я голубая гусеница. А я коричневая. Я длинная гусеница. А я короткая гусеница. Закреплять речевые конструкции помогают игрушки, собранные по разным темам. Транспорт, насекомые, спортивный инвентарь, продукты питания, которые отличаются размером, цветом и формой. Для создания речевых ситуаций, привлечения внимания детей, интереса мы используем в работе речевые поля, предложенные в пособии «Приключения на столе» Екатерины Юрьевны Протасовой. Мы вместе с детьми эти фигурки вырезаем, распечатываем, разукрашиваем. Есть фигурки по всем темам.
Например, цветы, игрушки, ягоды, грибы, одежда. И затем мы разыгрываем эти речевые поля, и дети, перемещая фигурки на этих полях, закрепляют пройденный материал. Воспитатель помогает строить речевые конструкции и затем составлять рассказ. Вот на этой полянке, ребята, у нас сегодня лес, речка. А посмотрите, сколько в речке плавает щук, а сколько дятлов сидит на дереве. Таким образом мы с детьми закрепляем количество предметов. Кроме самодельных речевых полей, используем готовые речевые поля, которые помогают создавать множество речевых коммуникативных ситуаций, где используются темы в деревне с животными, в доме, на лугу, в лесу, что посажено на грядке, поиграть в игру «Магазин», где продаются и сладости, и игрушки, и фрукты, и овощи. Речевое поле «Дорога» помогает нам составлять предложения «Машина выехала», «Грузовая машина едет», «Машина скорой помощи приехала в больницу». Есть еще у нас в детском саду игровое поле, с которым дети могут играть на полу. Здесь они спокойно могут передвигать фигурки, при этом закрепляя речевые конструкции и лексические темы. Для детей нами созданы игры на липучках. Есть игры по сказкам, а есть игры по лексическим темам. Вот, например, игра по сказке «Колобок». Мы с детьми развертываем разговор. Кого Колобок встретил первым? Кого вторым встретил? А кого третьим встретил? Кого четвертым встретил? Также дети отвечают и составляют сказку. Мы уверены, что наша работа по обучению детей коми-языку очень важна. Именно мы, воспитатели, вкладываем в ребенка основу обучения родному языку. Только в наших руках завтрашний день коми-народа, наши дети. Важной задачей для нас является воспитать детей так, чтобы они понимали родной язык, говорили на нем, не забыли его, став взрослыми, любили и уважали традиции, культуру коми-народа. No, молодец. Век заявним коть пырыще видя косланца детсадла нужвылы. Очень большие молодцы, конечно, детский сад села Кослан. Я очень рада, что вы продолжаете, используете в работе достаточно эффективно все эти технологии, игры, инициативы наработки, которые нам очень много раз уже демонстрировала Екатерина Юрьевна Протасова. И вот мне кажется, вот именно в вашем детском саду вот эти все наши семинары, все наши практические какие-то занятия, они вот находят продолжение. Спасибо вам большое. Ну и вот сейчас у нас подключились к нам Ирина Александровна и Екатерина Алексеевна. Может быть, вы все-таки еще скажете о том, что вот все, что вы демонстрировали на русском языке, чтобы было понятно, все это вы, в общем-то, используете в работе на коми-языке. Так ведь? А то, что создалось такое впечатление. Да, слышно. Да, мы просто готовили этот видеоролик на семинар, который проходил в Бурятии, отправляли. Из-за этого мы подготовили на русском языке. Конечно, мы все эти ситуации обыгрываем на родном коми-языке. Да. Ну и какой у вас сейчас идет? Какие планы? В общем-то, я хочу сказать о том, что на базе детского сада села Кослан организован Центр этнокультурного образования. Какие планы у вас на 2022 год? Скажите об этом. У вас вот создана специальная комната, наработан, в общем-то, такой вот какой-то
материал, так ведь? Есть у вас логотип. В общем-то, достаточно такая вот серьезная работа была в прошлом году проведена. Елена Федоровна была в детском саду. 8 июня. Да, когда мы открывали, мы разработали логотип для этнокультурного центра. Мы начали выпускать журнал на коми-языке, который называется «Кыв-подув», где выкладываем в журнале информацию просветительского характера, о мероприятиях, которые проходят в детском саду, может быть, какие-то там стихотворения, которые с детьми учили, песни, то есть такой информативный журнал выходит у нас ежемесячно. У нас также разработан план работы этнокультурного центра. Ну вот у нас в ближайшем провести семинар районный на базе этнокультурного центра для педагогов. Также у нас проходят занятия с детьми, то есть и работа с детьми проходит и с родителями, и с педагогами района. А этот журнал где мы можем увидеть? У нас есть в социальной сети ВКонтакте группа. Напишите, пожалуйста, вот тут в чате, чтобы эту группу. Ой, ссылку, да? Да, название группы. Как она называется, группа ваша? Центр этнокультурного образования. Так, наверное, и называется. Ссылку сейчас не смогу сразу дать, потому что сижу не со своего компьютера. Но в любом случае, какую-то информацию давайте мы разместим. Джолюк Малышов. Да, в группе в Джолюк можем сегодня разместить, можете вступить, и вот этот журнал выкладывается также в этой группе. Хорошо, так что подписчиков у вас будет больше, я думаю, что после сегодняшнего дня. Ну что ж, если у наших коллег вопросов к вам нет, единственное, что просят, чтобы разместили мы ролик в нашей группе Джолюк Малышов, и это мы сделаем, чтобы это как бы использовалось в работе. Действительно, вот все вот эти приемы, они должны каким-то образом быть в вашей работе. Так ведь? Спасибо большое Косланскому детскому саду. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Успехов вам, новых инициатив, новых идей. Всего доброго. Быт-бурса. Ну и, конечно же, календарь для вас тоже полагается, как нашим активистам. Так что будете в Сыктывкаре, вы получите. Так же, как и этот альбом со сказками. То есть также он будет распределен и в Ударском районе, но не знаю, в какое время кто подъедет. Надо будет договариваться. Так ведь? Да. Но я думаю, что в скором времени вы этот альбом получите. Мы еще планируем провести небольшой вебинар по работе с этим альбомом. Ну а затем, я думаю, уже вы можете представлять свой опыт работы, как будет использоваться этот альбом со сказками в работе детского сада с детишками. Став бурса, Адди Шултач. Ну что ж, уважаемые коллеги, повестка заседания сегодняшнего дня у нас исчерпана. Я хочу поблагодарить всех, кто подключался к нашему к нашему заседанию. Но хочу сказать еще, что видео этого заседания, оно будет прикреплено в видеозале на сайте КРИРО, на страничке РМО. Поэтому вы можете повторно еще раз его посмотреть, если кому-то будет интересно. Ну и еще небольшое объявление о том, что, вот, во-первых, в Ижме намечался фестиваль мастер-классов по обучению по коми-языку и коми-литературе. В связи с такой вот ситуацией эпидемической переносится предварительно на март. Но в любом случае он состоится, и объявление об этом будет дано дополнительно. Также я обращаюсь ко всем, чтобы вы активно подключались к нашей акции ко Дню родных языков. Это уже стало традиционным. И хочу сказать и повторить еще раз, что наиболее интересные ролики, качественно сделанные, мы будем использовать в телепередаче «Чолом Джолюк» в дальнейшем.
Ну, еще есть такое объявление, что сейчас мы готовим еще одну телепередачу «Чолом Джолюк» по материалам нашего праздника, который прошел в прошлом году. Это имеется в виду «Чолом Джолюк» праздник, который был посвящен 100-летию Республики Коми. И я надеюсь, что, в общем-то, все видеоматериалы будут включены в эту передачу, и никого не будет таких вот обиженных, и мы, в общем-то, все друг друга увидим. Атте Буденле, Став Бурса, Аджиш Литеч.